20 октября съемочная группа телеканала «Каспий» побывала в Дагестанском государственном университете, где прошла встреча с чувашским путешественником-велосипедистом Никитой Васильевым, который приехал к нам с целью развеять негативный стереотип, сложившийся о Кавказе. Из новостей, к сожалению, ничего хорошего на Северном Кавказе не услышишь. Там то взрыв, то еще что-то. Я веду свой блог в интернете и хочу развеять вот этот миф как раз, что на Кавказе ничего нет страшного, что здесь наоборот. Не увидишь такого беспредела, допустим, как можно увидеть у нас в средней полосе. Есть ВКонтакте свой блог, прям чувашский путешественник. Можете меня найти прям в гугле. Все найдется. И я пишу, что, как, стараюсь. Свое путешествие Никита начал сразу после школы, первым делом объездив Белоруссию и Украину. Раньше я путешествовал автостопом, объездил так Украину, Белоруссию, все. Но потом все равно решил пересесть на велосипед. Ну, помимо этого опять начинал учиться, думал, что все, сейчас наконец начну, но в итоге все равно не терпел и выдвигался. Путешествие, оно спонсируется, вам как-либо помогает материально, или вы все за свой счет? Нет, никаких спонсоров, даже никакой помощи со стороны республики моей, никакой вообще. Я уезжал, как говорится, по-тихому, ничего не снимали, никуда не отправляли. Ну, там репортаж мало, только один сняли и все. А так, в плане финансов, все сам. Присутствующие активно задавали вопросы, интересовались личными впечатлениями о Кавказе. Никита отметил, что восхищен дружелюбием и гостеприимством кавказского народа. Встретили меня здесь ребята очень хорошо, молодежный парламент, администрация. Я уже не ожидал, что все так будет. Когда я начинал ездить по Северному Кавказу, я только мог о таком мечтать, а сейчас уже, когда доехал до Каспия, оказывается, людям интересно. Но дальше будет еще лучше. Это только, я думаю, даже меньше половины того, что будет. Впечатления о городе какие у вас? Ну, у нас сейчас идет реконструкция в связи с празднованием 2000-летия города. Да. С исторической точки зрения город мне очень интересен. Я как представитель чувашского народа, мы тюркоязычный народ, представители тюркской нации. И, как мы все знаем из истории, все народы, все хазарские каганаты, волжские, Булгарии, они все, вот, в принципе, начинались отсюда. И для самих чувашей это интересно, потому что не все здесь были. Это, как можно сказать, земля предков даже. Я здесь, сколько, уже больше недели, почти полторы недели. В Махачкале, в Каспийске. Очень хорошо приняли меня. До ивента сколько еще будет? Ну, завтра еще, надеюсь, побыть, может, там после... Если остаться. Все без проблем, да, слава Богу. Нормально все? Да. Сколько времени можно приводить? Нет, я знаю, тут можно уже остаться жить. У меня сейчас на Кавказе друзей, знакомых больше, чем у меня на родине. Я в Махачкале больше велосипедистов теперь знаю, чем у себя на родине. Мне что понравилось на Кавказе, народ охотно выходит на контакт, нежели у нас в средней полосе. Вот честно, для меня вот кавказские народы это вот пример, как нужно относиться к своему народу, потому что у нас это забывается, у нас тоже все это было, вот эти традиции. Никита подчеркнул, что погодные условия в пути ему не помеха. Все очень просто. Вот летом я дождей почти не видел, сколько ездил, раза 3 только в дождь попадал за все лето. А так и есть. Палатка, слава богу, все держит, можно ночью спокойно спать. А так дождевик, одеваешь, едешь, ничего сложного нет. Ни холод, ни дождь такой проблемы не составляет. Я наоборот люблю, когда погодные условия экстремальные, даже не экстремальные, дожди, я бы даже снег, честно, жду, потому что это закаливает дух. Путешественник-велосипедист из Чувашии рассказал о планах на будущее. Впереди его ждут такие республики, как Азербайджан, Грузия, Армения. В продолжение темы генеральный директор телевидения «Каспий» Союз Ватан Айваз Алиханов подчеркнул героизм и стойкость кавказцев. В завершении встречи гостю из Чувашии был вручен памятный сувенир от молодежного парламента города Дербента. Гуля Максумова, Алик Абаскулиев, телеканал «Каспий».